Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Ни с абхазской, ни с российской стороны союзнические отношения двух стран ревизии не подлежат. Об этом заявил МИД Абхазии после того, как МИД России выразил недоумение в связи с освобождением из заключения гражданина Абхазии, изнасиловавшего россиянку. В самом же заявлении российского МИДа в официальном телеграм-канале значится: с крайним недоумением восприняли информацию о том, что 2 февраля абхазский гражданин Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны. Как подчеркнули в нашем внешнеполитическом ведомстве, союзнические отношения между странами основаны на прочной человеческой, исторической, культурно-гуманитарной традиции. Цитата: «Механизм межгосударственного взаимодействия подразделяется на существенное количество межведомственных треков диалога. Разумеется, периодически возникают вопросы, предполагающие особое внимание. Их решение еще больше укрепляет наши отношения. Ни с абхазской, ни с российской стороны наши братские союзнические отношения, основанные на принципе суверенного равенства государств, ревизии не подлежат», заявил МИД Абхазии. Житель Абхазии Эдгар Абухба в 2021 году был обвинен в изнасиловании, грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью гражданки России и приговорен Сухумским судом к 9 годам колонии общего режима. Затем кассационная коллегия Верховного суда изменила приговор. Абухба получил 9 лет колонии строгого режима и 10 тысяч рублей штрафа. Решение коллегии было связано с тем, что в момент совершения преступления Абухба был несовершеннолетним, но к моменту вынесения приговора ему исполнилось 18 лет. Также по гражданскому иску в пользу потерпевшей стороны Абухба обязан выплатить более 1 миллиона рублей. По оценке Москвы, этот случай свидетельствует о, цитата, «весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания». Конец цитаты. Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников, заявил МИД России 16 февраля. Что и говорить, это заявление МИД вызвало довольно широкий резонанс, особенно учитывая тот момент, что на некоторых интернет-платформах и в соцсетях и телеграм-каналах приводилось не полное заявление российского МИД, а лишь фраза о том, что, цитата, МИД России назвал небезопасным для россиян посещать Абхазию. Понятное дело, что вышедшая в пятницу эта новость на все выходные стала для многих потенциальных российских туристов, которые намеревались посетить Абхазию с визитом, довольно обсуждаемой темой. Одни писали о том, что потенциально опасным может стать любое место отдыха, другие возмущались решению суда, а вот в воскресенье уже выяснилось, что осужденный за изнасилование российской туристки гражданин Абухба на самом деле после смягчения приговора на свободу не выходил. Опровержение данной информации было опубликовано на сайте Верховного суда Абхазии. Верховный суд Абхазии заявил, что изменен только режим пребывания Абухба в заключении. Из колонии строгого режима он переводится в колонию общего режима. Приговор при этом остается в силе. Цитата: «Президиум Верховного суда Республики Абхазия по результатам рассмотрения надзорной жалобы постановил определение кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия от 16 июня 2021 года отменить в части изменения вида исправительного учреждения, а приговор Сухумского городского суда от 4 февраля 2021 года в отношении Абухба оставить в силе». То есть 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, говорится в заявлении суда. Срок пребывания Абухба исчисляется со 2 августа 2019 года. В Сухуми напомнили, что такую норму предполагает и российское законодательство, а именно, если лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление в несовершеннолетнем возрасте, достигает 18 лет в момент вынесения приговора, суд назначает ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. К
другим новостям. Евросоюзу следует принять в свой состав Грузию, чтобы избежать господства России в Черном море, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на Мюнхенской конференции по безопасности. Ее слова передает агентство Interpress News. У нас есть очень важная общая проблема безопасности, о которой мы мало говорим, и это Черное море, заявила Зурабишвили. Сейчас Россия делает то же, что она объявила в 2007 году. Она не позволит Западу войти в Черное море. Думаю, что в интересах ЕС и, конечно же, Грузии, чтобы Россия не была исключительной державой в Черном море, сказала она. В мае 2023 года Зурабишвили выступила в Европарламенте. Тогда она также призвала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз и раскритиковала Россию. В частности, она указала на то, что с момента начала военной операции на Украине Грузия приняла более 80 тысяч россиян. В декабре на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе было принято решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз. На тот момент премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили поприветствовал это решение. За некоторое время до этого, в ноябре 2023 года, представитель Европейской внешнеполитической службы Петер Стан сказал, что Евросоюз может принять Грузию без Абхазии и Южной Осетии, которые Тбилиси считает своей территорией. Подробнее эту тему мы обсудили с политологом Николаем Трапш. Хотели бы обсудить с вами поездку и выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она участвовала в Мюнхенской конференции и там говорила о том, что очень часто забывается о том, что Черное море – это такая важная, скажем так, важная точка вообще региона, и было бы неплохо и ускорение вступления якобы Грузии в Евросоюз сделает Россию слабой на Кавказе, а усилит позиции Евросоюза. Вот как бы вы прокомментировали этот момент? Ну, я бы начал с того, что нынешний президент Грузии Зурабишвили – это уже, как там американцы говорят, хромая утка или сбитый летчик. То есть ясно, что ее полномочия очень скоро заканчиваются. Она находится в состоянии такого достаточно острого конфликта с правящей партией «Грузинская мечта». И, соответственно, все, что она сейчас говорит, это, ну, в какой-то степени отражает точку зрения политической оппозиции в Грузии, с другой стороны, она отражает точку зрения ее лично. Поэтому я бы не стал придавать именно ее словам большое значение. Понятно, что говорит она это тоже не просто так, то есть от нее это хотят услышать. Но когда речь заходит о членстве в ЕС, очень много подводных камней. Мы не знаем, каким будет Европейский Союз там через 2, 3, 5 лет. Поскольку сейчас во главе угла стоит определенный набор критериев, даже выполнение которых не автоматически не гарантирует вступление в ЕС. Вот есть прекрасный пример с Турцией, которая бьется туда уже несколько десятилетий. И пока никакого прогресса совершенно не наблюдается. То есть просто сама процедура, даже если предельно упростят или европейская бюрократия будет решать все, ну совершенно не обязательно, что это произойдет. Второй момент, сам прием в ЕС зависит от текущей политической ситуации в Грузии. На той же самой Мюнхенской конференции опубликовали доклад, в котором как бы главный идеолог грузинской мечты Бензина Иванишвили получил очень негативную оценку, едва ли не как пророссийский деятель в грузинском политическом пространстве. И более того, Грузия это не проглотила, она посчитала, и это прозвучало в устах министра иностранных дел, что такой подход не соответствует действительности. Об этом было публично заявлено. То есть тут еще непонятно, в какой степени будет сохраняться контакт между лидерами Европейского Союза и лидерами, действующими Грузии. То есть это тоже важный момент. Еще один момент. Ну, само по себе вступление Грузии в ЕС, но никоим образом не заблокирует доступ Российской Федерации к Черному морю. Усилит ли оно как бы какой-то экономический нажим на Российскую Федерацию? Ну, тоже очень сомнительно. Я бы, честно говоря, не возлагал на это особых надежд. Тем более, что, опять же,
мы упираемся во внутреннюю ситуацию в Грузии, и экономически то, что касается регионов Грузии приморских, там достаточно инвесторов очень влиятельных, которые ну, совершенно не коррелируют свои интересы с интересами Европейского Союза. Поэтому там Зурабишвили может говорить все, что угодно, но решает-то конкретная экономическая конъюнктура в том числе. Поэтому возможно, да, что-то для там, Российской Федерации или для Абхазии ухудшится, если Грузия вступит в ЕС. Но, если честно, даже не играя ни в какое прогнозирование, ну, я не очень верю, что Грузия будет принята в ЕС там, в течение ближайших 50 лет. Ну, мягко скажем, нет к этому никаких предпосылок. Ну, я думаю, конечно, в это более радужно там настроены в Тбилиси и представляют это как-то немного себе по-другому. Но если мы будем говорить о другой стороне вопроса и о том, об условиях вступления в Евросоюз, как вам кажется, вот заявление чиновников от Евросоюза о том, что по большому счету Грузия могла бы быть принята в Евросоюз даже без каких-то вот, как они считают, конфликтных территорий, как они считают части Грузии, Абхазии в данном случае и Южной Осетии, что даже без этих территорий возможно ее принятие в Евросоюз. Как вам кажется, насколько это реалистичный такой подход? Ну, с формальной точки зрения, в правилах вступления в Евросоюз ничего про конфликтные территории не говорится. То есть Турция полностью готова, при этом есть Турецкая республика Северного Кипра, и как бы никому это совершенно не мешает. И Кипр является членом Евросоюза, при том, что у него есть Турецкая республика Северного Кипра. То есть здесь, в отличие от НАТО, территориальная целостность нормативно не является принципиальным обстоятельством, поэтому они так легко рассуждают. Вопрос в другом, что Евросоюз это как бы структура, в которой формируется единая экономическая политика, единое финансовое пространство, и, соответственно, если вступает очередная страна, образно говоря, акцептор, которая будет нуждаться, а это однозначно Грузия будет нуждаться в инвестициях со стороны Евросоюза, так там и так уже половина Евросоюза из таких государств состоит. И весь вопрос в том, что при текущем состоянии дел, при том, что далеко не на подъеме находятся ведущие экономики Евросоюза, ну это не более чем, на мой взгляд, какое-то утопическое предположение. То есть Евросоюз сейчас не в том положении, чтобы принимать на себя новые, прежде всего, финансовые обязательства, связанные с инфраструктурными проектами, с стабилизацией денежного обращения, с введением Грузии в еврозону. То есть это очень сложный экономический вопрос. И как бы там ни выступали с какими-то популистскими политическими заявлениями, все равно все будет возвращаться к экономике. Поэтому опять, используя Мюнхенскую конференцию, используя Зурабишвили, Грузии показывают большой пряник и намекают: ведите себя хорошо, там, введите санкции против России, там, откройте второй фронт, ну там, образно говоря, в идеале против России, начинайте решать силовым путем там проблему своих территорий, а мы вас поддержим. Грузия все это уже проходила в 2008 году. Сейчас во главе Грузии стоят предельно реалистичные люди, которые, понятно, что ни при каких обстоятельствах не откажутся от территориальной целостности, по крайней мере, в ближайшей перспективе, это нереально. Но устраивать себе искусственную катастрофу экономическую или политическую тем более, они точно не будут. Их избиратели как бы хотят в Евросоюз, но не любой ценой. В этом их отличие от людей, которые представляют там, скажем, оппозиционные партии. Но в этом смысле, как мы знаем, скоро там предстоят парламентские выборы. Как вам кажется, возможен ли какой-то такой результат на этих выборах, что вот все те вещи, о которых вы сейчас говорили, будут кардинальным каким-то образом меняться? Ну, предсказать с абсолютной точностью развитие ситуации на грузинских выборах, ну, я думаю, сейчас никто не возьмется. Как я вижу, грузинская мечта имеет достаточно прочные позиции. Они ведут разумную, вполне уже подготовительную кампанию, они как бы имеют четкую политическую позицию, они имеют вполне очевидные экономические результаты, они имеют свой устойчивый электорат, поэтому предполагать, что они потерпят какое-то сокрушительное поражение, ну, я бы сейчас не стал.
Конечно, все может измениться, и возможно, что там оппозиция сумеет создать какую-то широкую коалицию и победить, или даже добиться создания правительства, но пока предпосылок к этому я не вижу. Возможно, еще раз говорю, ситуация ближе к выборам будет меняться, но пока никаких предпосылок к тому, что курс Грузии радикально изменится вместе с изменением правящей партии, ну, нет оснований. Понятно. Николай, большое спасибо, что нашли время ответить на наш вопрос. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.